41 год. Вот июнь 22-го. Погода была такая прекрасная, вот тоже. Тепло. Сказали, что война началась. Вот. А что мне было 18 лет? Что я был тогда? Глупый пацан, тянул я себя. И вот откуда ни возьмись, как только дернет меня в грудь, все напрочь разбило. А насквозь не пробило. Мы, медсанбат, оказались буквально на линии огня. Половина медсанбата у нас погибла. Врачи, санитарки, раненых полно. Друг на друга санитары кладут. Укрытия нет, полуразрушенный дом. Лампочка, 7-линовая лампочка и 2 таза с аммиаком. Вот мыли руки и оперировали. Группа немецких солдат окружила меня, потом дошел офицер. Я понял, что сейчас конец. Так и случилось у меня. Фашист упорно стрелял, пуля попала. Я как молнию ударил, упал. Он, оказывается, после этого еще раз выстрелил. Я упал, второй снаряд впереди, потерял сознание, получил контузию, и меня похоронили. Но я все еще живу, назло врага. Могила чувствую, что сердце работает рядом со мной лежащего, бьет, и воздуха не хватает. Приподнял, не очень глубоко нас похоронили, потому что там камень, землю нет под Сталинградом, и в воздух попадает. Ад, когда в воздухе рвались снаряды, когда Днепр кипел от снарядов, а мы пробирались вперед. Нам нужно было во что бы то ни стало перебросить все оружие, боеприпасы на правый берег Днепра. Я его перевязала, и когда я его перевязывала, а второй пулеметчик говорит: давай патроны, давай патроны. А как давать их, я не знаю. Нас в линеечку поставили, я увидела своего отца родного, он же у меня военный уже был, видимо, только тоже их забрали. И его стали вешать, там много висят молодых ребят, папа тоже молодой был. Я увидела, что он, кричу, ему уже поставили табуретку, я увидела, кричу: папа! Побежала к нему, немец мне стрельнул по ногам, табуретка упала, и папа у меня повесился. Некоторые говорят: я Берлин взял, а я говорю: Берлин взяли все. Их, кто работал за станком, тащил эти снаряды. И эти снаряды пускал по Берлину наши артиллеристы, независимо с какой стороны, на каком фронте. Все взяли Берлин. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.